Чтобы вспомнить абхазского просветителя, педагога, общественного и государственного деятеля Андрея Максимовича Чочуа, на научной конференции собрались ученые, историки и студенты. Открывая мероприятие, ректор АГУ Олег Огварами отметил выдающийся вклад публициста в развитие культурно-просветительской деятельности в Абхазии. Это первый руководитель нашего высшего учебного заведения. Это первый руководитель так называемой Академии МАРА. Это человек, который был наркомом просвещения, создал учебную базу для того, чтобы абхазские дети приобщались к своему родному языку. Андрей Чочуа вошел в абхазскую литературу как первый детский писатель. Именно ему принадлежит и первый сборник рассказов для детей. Педагог много работал над усовершенствованием абхазского алфавита, созданного Константином Матеваряне и Дмитрием Гулия. По составленному им букварю занимались в абхазских школах с 1909 года. 80 лет его букварь, по этому букварю учились абхазы. Когда Андрей Максимович ходил в класс, дети с благоговением на него смотрели. Когда он ходил в студенческую аудиторию, было то же самое. Учеными были зачитаны доклады и отрывки из трудов Андрея Чочуа, посвященные развитию абхазского языка и методам его преподавания в школах. Работу свою автор предваряет таким эпиграфом: посвящается абхазцам, не владеющим абхазским языком, и не абхазцам, и желающим научиться говорить по-абхазски. Этот самоучитель – результат занятий просветителя-педагога с учащимися разных школ города Сухума, не владевшими абхазским языком. Автор осознавал, что труд этот не исчерпывал задачи самоучителя, но в многонациональной республике была необходимость его издания. Большому патриоту своей страны хотелось дать всем интересующимся побольше информации о своем народе. Андреем Чочуа также опубликованы многочисленные статьи о развитии просвещения, науки и культуры. Народ Абхазии хранит память о выдающемся просветителе и политическом деятеле. Гугуца Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.